Достор, мен кайрадан түз эфирдемин. Мен азыр Манас аэропортундамын. Манас аэропортуна мени деген ушул Кыргыз Республикасынын жарандары чакырды. Келиңиз, бул жакта ушундай бир ызы чуу болуп атат. Түндөсү ызы чуу болгон. Негедир Манас аэропортунан Бишкек Москва рейсине каттаган самолетко жарандарды катуудан өткөрбөй коюшкан. Анан баягындай мисалы кыргыз жараны чет өлкөгө учса, Америка болобу, Европа болобу, башка жакка учса сөзсүз бир мындай чакыруу каты келет эмеспи, бирөөнүн чакыруу каты келет да. Анан биз деген Россияга жөн эле кире беребиз да. Ошол процедуралар өзгөрүп калганбы? Аны деген ушул түз эфир аркылуу биз суроо узатабыз. Ушул түз эфирдин аягында негедир ушул Бишкек Москва рейси боюнча учуп аткан самолетко сен деген сага деген чакыруу каты келиш керек болчу. Ошону көрсөтсөң анан учасың деп туруп жүргүнчүлөрдү, жарандарды албай кеткен да. Бүгүн 4-январ, 3-январдан 4-январга караган түнү түнкү саат 3-тө регистрация болуп атып, ошол жарандар учпай калган негедир. Анан алар деген жана электрондук билет алган экен самолетко. Азыр ошонун өзүнөн угалы. Мен азыр Манас аэропортунда турам. Манас аэропортундамын. 3-нөн 4-үнө караган түнү кандайдыр бир шылтоолорду айтып, эме кылган экен, учурбай койгон экен. Азат, здравствуйте. Здравствуйте. Вот по телефону, когда мы с вами говорили, вы вот так рассказали, что я вообще ничего не поняла. А давайте всем сейчас в прямом эфире расскажем все как было. Да, покажите, где вы. Вот мы сейчас на втором этаже. Пойдемте. Да, мы сейчас на втором этаже. Да, мы на втором этаже аэропорта Манас. Да. Потом вот 17-й, 16-й, 17-й, 16-й, 17-й стойке у меня проходила регистрация, где у меня потребовали пойдемте еще ближе. Приглашение с России. По идее, у меня его не было. Нет, а подождите, вы первый раз летите? Нет. 2 года назад я уже летал в Российскую Федерацию, был в Калининграде, также и в Тюмени. Мне никаких побочных документов не спрашивали, а здесь вдруг попросили приглашение. Значит, гражданин Российской Федерации должен был вам прислать приглашение, чтобы вы прилетели в Москву. Получается так? Да, хотя у многих, кто со мной, вот люди проходили регистрацию, у некоторых только была эта справка, можно сказать, приглашение. А была, да, все-таки? Да, была. У некоторых. Мне показывали как пример, какая должна быть, по идее. Пассажиры, которые хотели, они должны были с вами улететь, а это они показывали? Нет, когда регистрация проходила, меня попросил вот сотрудник авиакомпании, у соседа, можно сказать, попросил документ, чтобы показать мне макет, как он именно должен выглядеть. Ага, вы увидели? Что за макет, что за образец? Это обыкновенное письмо или, я не знаю, какой-то разрешительный документ. Что это было? Наподобие разрешительного документа, хотя оно у меня тоже было. А у вас тоже было? Вот, ну-ка покажите, что за разрешительный документ? Так. Наподобие или точно так же? Точно такой же? Вот он. Так, это санитарно-эпидемиологическое заключение. По соответствию. Вы проходили... Да, я проходил, я все документы проходил, на сайте показал. Что вы не болеете? Да. На сайте я показывал им то, что заболевания этого нету. Точно такая же бумага была или совсем другая у них была? Точно такая же. А там кто-то приглашал его, вот этого гражданина? Ну, вот это вот я не видел, но у него документы только были паспорт и справки от коронавируса. И все, больше я ничего у него не видел. А когда вот произошел вот этот сыр-бор, вы спрашивали людей, которые стояли рядом, есть ли у них такие документы пригласительные? Этого я не спрашивал, потому что я чуть-чуть был в шоке от того, что происходит. И я позвал сотрудника авиакомпании «Аэрофлот», чтобы узнать, из-за чего это так. Она мне сказала, что без приглашения можно будет вылететь только в пятницу, наподобие чартерного рейса. Вот. Значит, ночным рейсом вчерашним, то есть сегодняшним ночным рейсом
люди не могли вылететь без приглашения, да? Да. Вы можете только в пятницу. Да, сказали только в пятницу без приглашения. И можно то с вылететь. доплатой. И то с доплатой. Да. Около